вода не поднялась случайно. Вода не поднялась. Нет? Вода охрененно поднялась. Вон остров весь в воде стал. Вау. Да ну. Лодка плавает. Вот офигеть. Так, это я хорошо повыше воткнул ее. Ну, самое интересное то, что дожди-то один день только были. Это та вода, что ли, так подскочила? Где-то в верховьях хорошо вело. А, возможно. Запросто. Это у нас благое какой-то пуп, все тучи обходят. Не говори. Все тучи обходят, да. Учитывая, что лодка абсолютно сухая, то бишь дождя точно не было. Это тот старый дождь неделю назад. А, верховья, да, с дождями. Вот что значит опыт. Я на всякий пожарный воткнул повыше, сильно повыше. Ну, не хочет еще. Хотя, в принципе, и не думал, что так поднимется. Ну, гуляй. Ну и все. Давай сюда. Ну, неделя прошла, поэтому пора карасей смотреть, как там попались, не попались. Вот, а с водой очень интересная ситуация. Когда смотришь телевизор, слева дожди, по карте дожди, справа дожди, а у нас обходят и обходят. Солнце светит и светит. Что тут легкая по ночам холодрыга началась. Ну и ладно. По крайней мере, вода прибавилась, и прибавилась капитально. Остров практически утонул. Это прилично вода поднялась. Ну что, за карасями? Помнишь вот эту кочку травы? Практически до нее доскакал. Да. Вот это вода. Круто ты попал на ТВ. Круто, круто, круто. Круто вода поднялась. Куртку решил оставить. А свитер? Свитер, думаю, оставить или в рубашке там прохладно будет. Ну, 20 градусов обещали, и солнце светит. Когда ехали по реке, блин, я замерз вот так. Я еще думал побегать. А мне нормально было в этой одежде. Около песка, и то течение он сбивает лодку. А если к вечеру придем, а там около травы вода будет, все здесь залито будет. Ну, купаться придется. Солнце пока, можно сказать, летнее, греет. Не так, конечно, но греет. Так. Ну, ведро-то обязательно надо взять, наверное. Надо. Хоть пару штук попадет, но с достоинством ведро положим. Ну, так, ну что, за карасями? Ну, с таким подъемом воды наша кочка, можно сказать, далеко в реке осталась. И практически до нее доехали. Вот жизнь, поднялась нормально водичка. Ребятки, я бы не сказал, что вот этот лосиный след слишком старый. Думаешь, наш не смыло еще? Не знаю. Да вон даже эти брызги вон остались. Это новый след.
Мы вот ходили, да, видели бы, я не замечал. Да, это да. Гуляка. Интересно, что он по реке? Вдоль реки-то бегает. Тоже любуется рекой, что ли, нашей? Но тут воды не было. Тут целый залив, вода поднялась, залила. По кустам в тени шел, блин, замерзать начал в рубашке. А на солнце вышел, тепло стало. Ну что, Валерий Батькович, предлагаю традиции не нарушать. Рыбалка рыбалкой, но обед по расписанию. Ну, почти по расписанию. Да. Тем более, съедения наши подсохли. Зато лоб у меня отсырел, пока сюда шел. Солнце все-таки греет. Греет, греет. Нормально греет. Я и банку взял, да нафиг банку. Короче, предлагаю супом с термоса поразговеть. Ты думаешь, почему я таким сторонником супа-то стал? Ну и чего? Во-первых, рыбные банки кушать надоело. А во-вторых, у меня там столько советчиков сразу нашлось. Один предлагает кашу совать и говорит, первый сорт. Второй предлагает вареную картошку. Я вот поздно спать лег, потому что я кашу варил. Это тебе по благую мужики советуют или по компьютеру там? Да ты чё, со всей России, блин. По А ты им компьютеру. это дал, что на консервной банке караси ловится у нас? Я так об этом и рассказываю. Но мне консервные банки надоели. В одном месте вареную картошку положу, а в другую сторону кашу пшенную. Я где-то до часу ночи ловил, это самое, варил. Реально, когда много консервами рыбными, особенно питаешься, так надоедает. Обед, как говорится, так обед. Нам, татарам, все равно, лишь бы не работать. Класс. Это банки, компот банки. Пускай на пшенную кашу реагирует. Я про карасей. Ты когда-нибудь слышал, чтобы ловили вареной картошкой? Нет, не слыхал. Абсолютно не слышал. Поэтому, когда я прочитал комментарий, который клятвенно клянется, что ловит и предлагает мне тоже вареную картошку, у меня взяли жуткие сомнения, я подумал, что товарищ решил посмеяться, а потом надо проверить, поэтому я сварил картошку и эту сейчас картошкой. Ой, запущу. А то в каждой шутке, в принципе, есть доля правды. А он мне говорит, чем-нибудь заправляет картошку и сварил, и туда. Он вспомянул только вареную картошку. Я-то свой сериал, который сейчас показываю, назвал «Можно ли есть бородинский хлеб?» чисто из-за того, что раз естественный карась ест, значит и нам можно. Я проверил в прошлый раз, первый сорт попадает. Так что бородинский хлеб, в принципе, свое предназначение оправдал. Можно кушать сыктывкарский бородинский хлеб. Валерий Батькович, вода еще сильнее упала. По-моему, минимум сантиметров 5. Ну что, давай смотреть тебя. Один несчастный карасик. Один? Один. И большая лягушка или жаба, или сейчас. И одна жаба выдает. А она-то с чего сюда залезла? Ну, реально, человеческие продукты надо проверять на рыбах. Все нормальные караси прямо разбежались от такого продукта, как Марс. Получилось все как у людей. Малолетки, которым сладости пофиг какие нравятся. Один вот малолетка попался карась. И какая-то одна жаба, извращенка что ли, на сладости потянула, типа Марса. Короче, Марс сильно не подходит к карасям. Очень сильно. Ну нет, так нет, что же делаешь. Угу. Так, Валерий Батькович, у меня мысль такая. Сегодня 16 августа, то бишь уже на носу охота будет. Один карась, а не дай бог еще сейчас бегаю, второй посмотрю.
Если и там один карась, да нафиг такая рыбная ловля. Скоро все равно в избушку поедем. Ну куда поднять надо? Да. Я тут с воды вытащил, сейчас схожу, вторую посмотрю. Тоже вытащил. И ты какую ягоду там нашел? Черную смородину. О, я по дороге видел, она черная и вкусная уже. Правда редкая, ну да ладно. Год такой. А здесь мелкий куст, а ягоды есть. Ага. Ну, ладно, я пошел. Ну, ведро я взял, вдруг там что-то будет. Ну что, ты что-то тут поймала или не поймала? Наша Гымга. Гымга на месте. Сейчас мы ее проверим. Да, притащить надо сюда? Притащить надо. О, блин. Опять ты. Ну, привет. Давай, хоть пару карасей. Так, ну что, понеслись по кочкам? Ну, давай. И тут один. Ну, два. Там, где банка, 2 штуки. Согласен, кончать надо с такой рыбалкой. Все. Сезон развлечения с карасями закончен. Ай! Ты куда? Ну! Ну нифига себе! Какая! Так, а это что такое? Так. Похоже, что кто-то тут чужой побывал. Вот тянул и вот надорвалось. А здесь пластмассовые хомуты срезал. Ну, рисковый парень, рисковый. Вот надрезал и осталось. Так, это боковая. Под горячую руку в тайге можно и не найти. Ну ладно. Тем более кончаем. Раз кто-то уже потянулся, что я тут оставлять? Убираем. Ну, спасибо, Гопик, за то, что немножко покормил карасями. Ой-ой. Ой-ой. Не падать. Фу. Ну, я же сказал, не падать.